Председатель правительства застал спортсменов из Токмакского района за тренировками. Премьер не стал прерывать занятия и пообщался с главой делегации Геннадием Кирпеневым. Владимир Сластенин поинтересовался условиями размещения. Надеюсь, что вам здесь понравится. Спортивная база отличная, воздух и речка. И еще на следующее лето тоже пусть ребята приезжают уже. Мы с удовольствием, да. С удовольствием будем приезжать. Вот. Значит, глава тоже передал привет и прислал вот для детей подарки, сладости, воду, Спасибо. конфеты, яблоки нашей ингушской земли. Ну, самое главное, чтобы без происшествий, чтобы детишки... Вода очень опасная, бурная речка. Если Мы так, только ходят у нас там, где тихо, это, конечно, в сопровождении тренера и МЧС нас поддерживает тоже, охраняет. В составе делегации из Токмакского района Запорожской области 40 человек. 28 из них – это юные борцы, остальные – тренеры и сопровождающие. Спортсмены обеспечены пятиразовым питанием, медицинским обслуживанием. На базе тренировочного центра также находится группа МЧС Республики, которая обеспечивает безопасность гостей на воде. Поручение вообще-то президента России. И как можно больше вовлечь вот эти новые территории в нормальную жизнь. Поэтому мы тоже, хоть и маленькая республика, но стараемся делать. Вы делаете большие дела. Да. Ну что, удачи вам. Хоть чуть-чуть отдохнуть, чтобы детишки... нам нужно, мы хотим отдохнуть и поработать у нас, мы все-таки спортсмены. Ранее руководство республики взяло шефство над Токмакским районом Запорожской области. Там по поручению Махмуда Али Калиматова побывала делегация во главе с руководителем администрации, главы и правительства региона, во время которой стороны обсудили первоочередные задачи, требующие помощи и поддержки региона. И визит спортсменов из Токмака – это часть этих переговоров. Мы уже отправили один рейс гуманитарной помощи. Гуманитарный груз, это детское питание, это вода. Значит, был составлен план хозяйственной деятельности, восстановления, то есть с помощью наших и ресурсов, и людей. Они определили самое главное. А самое главное, там сейчас надо будет им провести определенные работы строительные. И в целом сотрудничество прописано даже вот по обмену детьми. Здесь создали все условия, начиная от проживания, питания, культурной программы. Мы хотим, чтобы ребята еще увидели красоты республики, и горы, и наше национальное достояние. Поэтому мы будем продолжать и дальше. У нас составлен целый план, вплоть до того, что мы даже сейчас вот глава решает вопрос о передаче 4 фельдшерско-акушерских пунктов, которые на колесах. Чем можем, тем всем помогаем. К организации сбора активно подключился и Минспорт Ингушетии. И помимо тренировок на территории центра, который находится в Мужичи, на высоте 2700 метров над уровнем моря, гости могут рассчитывать и на другую помощь. Мы синхронизировали свои возможности, договорились с Федерацией спортивной борьбы республики, что они проведут и не то что мастер-класс с участием именитых спортсменов в этой дисциплине, но и какой-то мини-турнир, чтобы это было для детей интересно, чтобы они запомнили этот турнир и запомнили свое пребывание в Ингушетии. Ну а пока мастер-классы наших именитых борцов-вольников только в планах, гости из Токмака работают в привычном режиме. Спортсмены проводят по несколько тренировок в день, в перерывах играют на других площадках базы, парятся в бане и плавают в протекающей рядом Асе. В тренировочном центре гости из Токмакского района проведут еще 12 дней. И помимо спортивной части визита, они с нетерпением ждут ее культурную составляющую, особенно посещение башенных комплексов Джайравского района. Муслим Ганиев, Сулейман Костоев, Новости 24.